Считанные минуты до установки нового рекорда России. Лариса Троева в подъезде многоэтажки уже собирается подниматься наверх. Через пару минут она привяжет к волосам трос, чтобы спустить по нему альпиниста. Волнение сильное. Лариса не дает интервью. Друзья рекордсменки всегда рядом и поддерживают ее морально. Самый исторический, волнительный день для нас, для нашей семьи. Она является нашей близкой подругой. Ну, конечно же, все волнуемся, вся республика волнуется за Ларису Троеву сегодня. Мы с Ларисой Троевой с первых дней работаем в Якутской государственной филармонии начали. И вот до сих пор в нашем театре эстрады вместе работаем, выступаем. Лариса поистине уникальный человек, отмечают друзья. Перед каждым выступлением практически перестает выходить на контакт с миром, сосредотачиваясь на своем трюке и, скорее всего, эмоционально настраиваясь на его успешный исход. Она дома закрывается и никого не пускает. Мы только по WhatsApp, по телефону разговариваем. Сахалы это турубка кирер, да? Да. Да, мы в себя уходит, мы ее не беспокоим обычно. Несмотря на холодную погоду, посмотреть на Ларису Троеву собралось сотни горожан. Ведь не каждый день увидишь, как с высоты 60 метров по волосам спускается человек. Кстати, вес альпиниста на 20 килограммов больше, чем у Ларисы. Так что трюк действительно является не только уникальным, но и испытывающим физические способности человека. Очень сложный, да. Вообще представляете, как физически возможно на волосах человека? Да, у него есть возможности. Ну, наисложнейший, конечно. Представляете, как это вообще будет происходить? Даже не представляю. Вот мы видим, как к Ларисе на данный момент привязывают к волосам. И автоматическая система блокировки сработала, и она зависла. Вот пришлось немножечко подтянуться, расслабить ее. Вы чувствуете, что прям на волосах спускались? Да, и, конечно, чувствовалось. Вначале, я говорю, вот она был немножко не уверен, страх все равно. Не каждый день на волосах спускаешься. Рекордсменка России и мира Лариса Троева и в этот раз смогла удивить своего зрителя. Не остановил выполнение трюка и сильный холодный ветер с порывами до 8 метров в секунду. Рекорд получился. Для Ларисы эти первые минуты победы самые волнительные. Сначала, да, конечно, была нагрузка чуть-чуть, но потом уже все. Я это сделала, я так благодарна. Такой пик, какой был? В самом начале, когда он спускался. Там, нет, там не боль, там чуть-чуть нагрузка, ну там чуть-чуть чувствуешь, а так все нормально. Пробовали вообще этот трюк или нет? Или первый раз? Это первый раз с высотки. А так испытывали на волосах, да? Да. Ну, поздравляю вас. Спасибо. Свой новый трюк Лариса посвятила столетию образования Якутской ССР. Для якутской экстремалки это не предел ее возможностей. И, скорее всего, мы увидим этот же трюк с еще более высокой точки, к примеру, со Останкинской башни, чего и пожелаем Ларисе Троевой. Ульяна Шагина, Артем Алексеев, Якутск.